На этой неделе правительство Коми предпринимало очередные шаги для стабилизации ситуации в экономике. Начат отбор на предоставление субсидий из республиканского бюджета на реализацию новых инвестпроектов. Уже подписано соглашение с Сыктывкарским металлообрабатывающим заводом о техническом перевооружении производства. О том, чем сильны сегодня наша промышленность и сельское хозяйство, Ольга Коняева. Сыр «Югер» племхоза «Ухта-97» стал настоящим брендом предприятия. Побывал даже на выставке в Германии. Кроме того, ряженка, сметана, йогурт, кефир, топленое молоко. Половина продукции поступает в школы и сады Ухты. Все натурально, без добавок, потому и срок хранения молочки 72 часа. Есть и свои торговые точки. Сыктывкар, Воркута, Печора тоже знают вкус этого продукта. Здесь происходит созревание сыров. Температура камеры 13-12 градусов. Влажность 90%. Вы видите созревшие сыры. Созревание месяц, 30 дней. 2 фермы, так что сырье свое. Объем продукции примерно 6 тонн. Предприятию в этом году четверть века. Полгода назад начали переходить на тетрапаки. Это удобнее. Закупили оборудование. К маю планируют заменить все стаканчики полипак. Поставщики предупредили о возможном росте цен на упаковку. К тому же в ее составе есть импортный компонент, но есть возможность заменить на отечественный, заверил производитель тары. В остальном нынешнее давление на страну никак не сказалось на ухтинское предприятие. Даже наоборот, свое теперь еще больше в почете. Что касаемо санкций, озвученные наши проблемы в министерстве. В принципе, министерство над этим вопросом работает. Но думаю, что помощь будет. Мы не останемся одни в беде, так если она придет. А это кадры с открытия новой фермы в деревне Выль-Ып Карткировского района. Молокопровод, доильный зал, карусель и музыка. Тут все для повышения эффективности производства и качества продукции. Ферма роботизированная. Минимум человеческого фактора. В штате 2 оператора, зоотехник и ветврач. Присмотреть за рогатами можно из любой географической точки. Видеонаблюдение выведено на мобильный телефон. Все процессы здесь уже автоматизированы. То есть, начиная от того, что корова заходит сама, ей подается комбикорм, чистятся соски, само все подключается, само все обрабатывается. И при этом все еще показания записываются в компьютер программа. СПК «Исток» – крупный производитель молока и мяса. По удою в десятке лучших в республике. Строительство современной фермы было давней мечтой и стало возможно благодаря господдержке. Из 70 миллионов 2/3 суммы – субсидия по линии Минсельхоза. Сейчас здесь 88 голов, к лету обещают 140. А для производства молока экстра-класса в планах прикупить племенной скот. У нас айширская порода. Дойна, у них есть жир выше. Коровы у меня красавицы, они спокойно, быстро привыкли. Я даже удивилась. Благодаря грантам в 2021 году появились 5 новых животноводческих ферм. Столько же планируется в этом году в Усть-Цилимском, Сысольском, Усть-Куломском и Ижемском районах. Радуюсь за людей, потому что действительно, значит, жизнь продолжается, село будет жить, дальше работать. Конкурентоспособное сельхозпроизводство. Сегодня это одно из стратегических направлений в развитии экономики. Импортируемую в Россию продукцию должен заменить отечественный товар. Правительство страны, республики разработало перечень срочных мер поддержки. По поручению главы Коми финансирование отрасли в этом году увеличили. Инвесторы тоже готовы вкладываться. Продовольственная безопасность объединила все ресурсы. Уже утвержден проект нового комплекса совхоза «Пригородный». Ближайшие проекты – это строительство животноводческого комплекса на 550 голов. Это место Верхничев. Там мы планируем полностью автоматизированную, роботизированную ферму, которая позволит поднять и продуктивность стада, и в целом воловку по молоку. Нужно все эти фермы снести и построить на территории Республики Коми новые фермы, для того, чтобы мы не говорили, что у нас сельское хозяйство, а чтобы мы говорили, что у нас есть те предприятия, где люди могут приезжать уже к нам на экскурсии с других субъектов Российской Федерации. И самое главное, у нас для этого есть возможности и есть те люди, которые работают на наших предприятиях. Что касается экскурсий, этот товар у нас уже тоже есть. Закрытые границы и аэропорты – не повод проводить отпуск дома. Многие до сих пор не знают, как необычно можно отдохнуть в Коми. Агротуризм – новое для республики направление развивают в Карткировском и Усть-Куломском районах, поднимая при этом и сельское хозяйство. В
Быт и кухня сельчан, роль пасечника, доильщика или тракториста – все доступно. Чего вы точно еще не пробовали, так это спать на ульях. Ну, и мед, и прополис, пыльца, это все поднимается как бы кверху. Ну, и человек всем этим находится в биополисе, и заодно еще и дышит всем этим продуктами пчеловодства. В деревне Байеркера Скорткировского района построили 2 апитерапевтических домика на курьих ножках. Микровибрации, исходящие от крылатых трудяг, помогают спать богатырским сном. Пчеловодство для строителя Сергея Токарчука было удовольствием, а стало профессией благодаря гранту на агростартап от Минсельхоза. К слову, северный мед не уступает южному. Башкирские вот эти меда, как бы, ну, не красиво, конечно, это плохо говорить, но они все все-таки собираются с пассивных полей, да, которые садятся. А это все, когда садится, оно все потом обрабатывается, ну, чтобы лучше росло это все. И все это попадает в мед, вся эта химия. У нас в чем? У нас мы увезли в тайгу, они там собирают малину, да, иван-чай, ничего больше, как говорится. Баня, натурпродукт, деревенская выпечка на базе отдыха Майбыр в Старожевске благодать, иначе и не скажешь. И заморские курорты не нужны. Шикарный вид на Вычегду обеспечен. Это перевалочный пункт. Тут штабелями укладываемся по 2 ряда и едем дальше. А дальше Мишкин лес. Зимой до него только на санях с лошадью. Чем не экзотика? На местную рыбалку грибы, ягоды, иван-чай и варенье. Из шишек заглядывали даже иностранные гости. Ограничения на въезд французов, немцев и швейцарцев здесь не вводили. Впрочем, и без них туристов хватает. А теперь будет точно еще больше. Стало уже модно туристов приглашать. Что у нас молоко свое, места красивые, грибные поля, тут леса, чтобы не приглашать. Вся наша продукция теперь снова вернулась на столичную ярмарку выходного дня. Теперь на Стефановской площади по доступным ценам напрямую от производителя. В 2020-м торговлю из-за ковидных ограничений приостановили. По многочисленным просьбам давнюю традицию возродили. В новых реалиях это как отдельная мера поддержки. Для многих фермеров ярмарки – главный рынок сбыта. Снежана Политова занимается дикоросами и выращивает саженцы на продажу. Уже задумала увеличить площади посева. На данный момент у нас в продаже сухой гриб, сухие ягоды, такие как малина, шиповник, боярышник, черная смородина, черемуха. Вот сейчас уже начинаем продавать посадочный материал, то есть семейный лук, чеснок на посадочку. Вот, и то, что здесь сделали ярмарку, нам как бы это большой плюс. То есть это все-таки центр города. У нас здесь появилось очень много, и я думаю, в дальнейшем будет новых покупателей, которые нас как бы потеряли. Аграрии уверяют, в хозяйствах налажено производство, есть потенциал для развития. Региональный Минсельхоз готов поддержать. Субсидии на племенной скот, овощеводство, семена, на ремонт мелиоративных систем. Помощь по разным направлениям отрасли даст и прирост по всем фронтам. Тогда и на нашем столе не понадобятся импортные деликатесы.